Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 2 часа в этой студии с гостями, которые подключатся к нам в эфир, мы обсудим основные новости и события на 127-й день героического сопротивления Украины, украинского народа и всего свободного цивилизованного мира российскому фашизму. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на ваши экраны. Режиссеры периодически выводят номер телефона +3 8067 63 46 130. Вы можете присоединяться к нам абсолютно бесплатно по Вайберу, а также можете звонить по скайпу, адрес которого также вы видите на ваших экранах, atr.tv. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Если вдруг не успели посмотреть в прямом эфире, заходите на наш YouTube-канал, смотрите нас там и не забывайте обязательно ставить лайки. Это крайне важная поддержка для Первого крымско-татарского. Таким образом, все больше и больше людей смогут увидеть наши новости и программы, которые касаются непосредственно временно оккупированного полуострова Крым. А этот блок я бы хотела начать со следующих новостей. Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на сумму $800 миллионов, включающий современные западные системы противовоздушной обороны. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, сообщают украинские средства массовой информации, которые находятся в Мадриде. Байден отметил, что США уже предоставили Украине военную помощь на $7 миллиардов с тех пор, как он занимает должность и планирует продолжить поддержку. Цитирую: «В последующие дни мы планируем объявить больше, включая новые современные западные системы противовоздушной обороны для Украины, больше артиллерии и боеприпасов, противобатарейные радары, дополнительные боеприпасы к ракетным системам «Химарс», которые мы уже предоставляем Украине». Конец цитаты. Как известно, в эти дни в испанской столице проходит саммит Североатлантического альянса, на котором непосредственно обсудили предоставление Украине еще больше военно-технической помощи странами, членами Североатлантического альянса. На саммите также выступал президент Украины Владимир Зеленский. В своем обращении он призвал страны-члены НАТО еще больше помочь Украине как в военно-техническом, так и дипломатическом, политическом плане. Эти и другие вопросы мы обсудим с российским публицистом и социологом Игорем Эйдманом, который сейчас с нами на прямой связи. Пан Игорь, здравствуйте, витаю вас. Здравствуйте. Как вам саммит НАТО? Стал ли он для вас эпохальным? Ну, эпохально немножко такое пафосно звучащее слово. Но в целом, конечно, этот саммит НАТО был очень важным и значимым. То есть, если вот коротко сформулировать, да, в чем причина значимости и важности, это то, что Путин поставил своей целью ослабить и расколоть НАТО, и ни в коем случае не допустить его расширения. В действительности все получилось ровно наоборот. НАТО резко усилилось, резко окрепло и продолжает расширяться. Причем расширяется, очень важно, прибавляя очень важные страны в военном отношении, в стратегическом отношении: Финляндия, Швеция. Страны небольшие, но с хорошими, мощными армиями, с хорошим оружием, с важным стратегическим положением. То есть как бы полностью, что называется, весь внешнеполитический курс на противостояние НАТО, который Путин объявил вот, уже несколько лет назад, он весь как закончился пшиком. То есть, несмотря на все его потуги, НАТО крепнет, расширяется. Важные очень моменты происходят, процесс очень важный. Что американцы опять увеличивают присутствие в Европе своей армии по просьбе европейцев, что европейцы стали, особенно немцы, стали гораздо больше внимания уделять своей армии. И немцы уже выделяют 100 миллиардов евро дополнительно на нужды обороны. Важно, что новые страны вошли, как я уже сказал. Важно, что НАТО консолидировано абсолютно в поддержке Украины и продолжает все страны НАТО тем или иным образом Украине помогать. Вот помимо 800 миллионов, о которых вы говорите, американских 800 миллионов долларов на помощь на оборону Украины, обещали и англичане, британцы выделить $1 миллиард фунтов стерлингов в ближайшее время. Это даже больше существенно,
чем 800 миллионов долларов, учитывая, что стерлинг дороже стоит. Вот. Так что процессы идут, и даже Германия, которую очень много критиковали за то, что она медленно раскачивается, но вот раскачивается и начинается, уже поступает в Германию, уже стреляет в захватчиков немецкая артиллерия. Так что, в общем, все это очень позитивно, положительно и свидетельствует о том, что, конечно, Путину абсолютно никаких ни сил, ни ресурсов у него бодаться с НАТО нет. Это противостояние Путина и НАТО, это противостояние морски слона или еще другой известный персонаж, другого известного персонажа басни, другой басни Крылова, жабы, который пытался раздуться так, чтобы получилось, чтобы стать больше быка, или, по крайней мере, с ним по размеру поспорить, в результате это жаба лопнула. Вот с путинской системой, с путинским режимом, вероятно, произойдет то, что произошло с этой жабой. Она пыталась, значит, раздуться до размера НАТО, но это абсурд чистой воды, что ни по каким параметрам не сопоставимо. Ни в военном, ни в экономическом плане, ни даже в людских ресурсах. И даже в территории. Хваленная территория России меньше, чем суммарная территория США и Канады. А в НАТО входит еще и большая часть Европы. Так что вот эта жаба лопнувшей, она явно ждет и А видите ли вы, замечаете ли вы подготовку как с той, так и с другой стороны к некой масштабной конфронтации? Потому что там Россия постоянно угрожает странам, членам НАТО, в том числе в Восточной Европе. Мы знаем, что они там проводят учения на границах с имитацией ракетных ударов по странам Балтии. Да? Там Рогозин что-то публикует, какие-то спутниковые значит, снимки и различные координаты центров принятия решений дает. Да? То есть продолжаются угрозы с их стороны. И с этой стороны мы видим, как НАТО уже официально объявляет Россию угрозой для Североатлантического альянса, расширяет свое присутствие в Восточной Европе, Соединенные Штаты Америки увеличивают свое военное присутствие в Европе. Свидетельствует ли это все вот тому, что и та, и другая сторона готовится к возможной конфронтации? Ну, как я уже сказал, это абсолютно неравноправные не партнеры, а противники. Значит, поэтому никакой конфронтации реальной, военной или экономической между Россией и странами НАТО быть не может, в принципе, потому что несопоставимы по размеру эти два объекта. Единственное, что может сделать Россия, чем она занимается? Заниматься ядерным шантажом. Вот это у нее последнее, единственное оружие. Это ядерный шантаж. Но этот шантаж, он тоже обоюдоострый. Потому что непонятно же, что никакая ядерная война, даже если они ее развяжут, она же не принесет победы. Никакой победы Россия она не принесет. Просто Россия будет уничтожена как страна. Да, но останутся какие-то... Это если мир вообще останется, да, еще будет существовать какой-то. Но России, конечно, европейской, по крайней мере, части России, да и крупных городов на Востоке просто не будет. И чего они этим добьются? Я думаю, что если Путин, да, действительно, возможно, сошел с ума, то его окружение явно вместе с ним в рай не торопится. Тем более, это очень проблематично. После смерти попадут куда-нибудь вообще. Вот, значит, и поэтому я думаю, что шантажировать они могут, а развязать все-таки ядерную войну, мне кажется, что это даже этого безумная клика на это все-таки не пойдет. И в случае вот шантажа будет вариант такого коричневого кризиса. Это вполне вероятно, что просто в какой-то момент они обе стороны начнут пугать друг друга ядерным оружием, это вполне вероятно. И главное, чтобы западная сторона не сдрейфила и продолжала до конца отстаивать свои условия, права. Когда сдрейфит и слиняет, что называется, российской стороны. Насколько далеко Путин может зайти с этим ядерным шантажом? И не окажется ли он в таком случае в неком цугцванге, когда у него не останется больше другого никакого выбора и выхода, как применять это ядерное оружие? Потому что мы понимаем, что сегодня вот та война, которую развязал Путин, это война, собственно, за его личное выживание, в первую очередь за выживание его государственности. То есть здесь поле для маневра у него очень сокращается. Да, конечно. Поле для маневра, безусловно, сокращается. И, как я уже сказал, у него вот в руках у Путина очень мало инструментов. Запад множество инструментов. Это экономические санкции, это и помощь Украине оружием,
это и всевозможные, значит, информационные, там, транспортные и прочее создание проблем для России. Это как бы, то есть множество. Путин не может создать проблемы для Запада, у него очень мало возможностей. Вот он пытается что-то единственное пользоваться с этим газовым шантажом Европы, и то тут ничего не получается. Никто этого особо газового шантажа не испугался, и только он вот этот шантаж, то, что он меньше, честно, теперь поставляет тоже Германию газа, это только бьет только по позициям России на газовом рынке. То есть то, что хотелось сделать Германия в течение 2,5 лет, то есть прекратить экспорт газа, происходит быстрее гораздо. То есть он сам себе стреляет много. Так что остается только ядерный шантаж. Вот к нему он и будет прибегать, как я уже сказал. Есть ли шанс на ядерную войну? Безусловно, есть. В истории всегда огромное значение имела роль случайности. Можно говорить только о вероятности. Не о том, что чего-то не может быть вообще. Может быть все всегда. Завтра мы проснемся, например, значит, в России уже будет играть по всем телеканалам «Лебединое озеро» и другая траурная музыка. Мне кажется, что, значит, великий, значит, диктатор почил в бозе, или случайно кто-то его приложил табакеркой в висок, как это было с императором Павлом I. Так что все может быть. И может быть и ядерная война тоже. Другой вопрос, что я оцениваю эту вероятность как не очень высокую. Как вы думаете, есть ли вот в окружении Путина вот те люди, которые на каком-то этапе возьмут на себя ответственность и капитулируют от имени России? Я думаю, что тут такой момент. В окружении Путина есть люди, которые, то есть как бы вообще рычаги управления, рычаги, в том числе передачи власти и прочее, в руках силовиков. То есть есть там персонажи, которые бы, конечно, ни в коем случае бы эту войну не начали, и они там вполне удовлетворены тем, что они там сидят на финансовых потоках и постепенно наворовывают себе на дворцы и прочее. Но есть как бы силовики, которые тоже жулики и воры, но при этом у них есть какие-то амбиции, совершенно, видимо, взявшиеся из их КГБшного прошлого. Они что-то там хотят учинить какую-то новую Российскую империю, новый путинский рейх и прочее. И ключи от Кремля у них, конечно, в руках. Они могут Путина, конечно, арестовать и убить, если они говорят. Но вопрос только в том, что сделают это они, если их просто физически разгромят, и они поймут, что если они сейчас Путина газом не отстраивают, то завтра поедут сами сюда. Понимаете? Вот. И, собственно, это единственная вероятность. Но она может наступить только после коренного перелома в войне. После того, как будет всем очевидно, в том числе силовикам, что все уже поздняк метаться, у них шансов нет, надо спасать свои шкуры. А как же российский народ, население, скажем так, Российской Федерации, 140 миллионов населения, оно на что-то сейчас вообще может влиять? Замечаете ли вы возможное нарастание протестного настроения на территории РФ? Нет, ничего, никакого протестного настроения не нарастает. Наоборот, если верить в социологию, наоборот, они снижаются протестное настроение. Потому что народ еще более увеличивается градус пропаганды, пропагандистской истерии. Но с одной стороны, с другой стороны, увеличиваются репрессии. И, соответственно, это оказывает мобилизующий фактор на общество. Люди еще больше боятся протестовать, еще больше мотивированные соглашаться со всем, что исходит от Кремля, иначе как бы чего не было, как бы не нажить правду. Вот. И ни на что, конечно, население не влияет, и в условиях тотальной пропаганды и насилия общественное мнение полностью формируется в Кремле, в администрации президента. Измениться может только, оно может измениться только если вот не из Змеиного только убегут российские войска, а побегут они, сломя голову, со всех оккупированных территорий. Причем желательно, чтобы они не просто там вывели, а вот именно, чтобы они с дикими криками, что называется, орда вот эта, перешла назад к российской границе, и побежала бы в сторону из своих баз там, в Кремле и в местах России. Да, тогда, конечно, случилась ситуация. И тогда люди поняли, что просто дурили. Их же дурят чем? Что мы как-то победим, они же сидят на наркотике победы. И так было всегда во время всех войн. А когда россияне начинают понимать в случае захватнической войны, что они ее проигрывают, она сразу становится непопулярной. Так было и с русско-японской войной, и с Первой мировой войной, которую не зря называли Первой империалистической. Так же было и с Афганской войной.
еще вот один вопрос по поводу Германии. Сегодня стало известно, что вот в немецком издании Die Zeit там, значит, письмо было опубликовано с призывом прекратить огонь сейчас. Около 20 немецких интеллектуалов в своем письме написали, что считают, что дальнейшая военная поддержка Украины Западом размывает понимание того, какую цель они преследуют. Но фактически немецкие интеллектуалы, как они себя называют, призвали прекратить поддержку Украине и срочно перейти на этап там переговоров. Что это за интеллектуалы такие немецкие? Ну, во-первых, это такая очень, это никто с бородой. Ну, и старая, ей тут не память не меняет, очень есть. Вот. Так что это был действительно этот демарш в мае, по-моему. Значит, подписали эти довольно интеллектуалы. То есть как бы они некие маргинальные люди из среды творческой, как говорят в России, говорят, из среды творческой интеллигенции. Значит, среди них нет каких-то очень звучных там имен. Первой величины это не Генрихи Бёля и не Гюнтера Грасса, а люди в основном довольно мало известны, не слишком популярны. Значит, выражают они мнение, даже если прямая агентура, там есть среди них, среди подписавших, есть такие персонажи. Но еще есть другие другого рода персонажи, популярные в Германии такие темы, да, такие пацифисты-абсолютисты, то есть пацифисты, которые, значит, ненависть к войне возводят в абсолют и считают, что лучше поднять лапки и пускай, значит, нас захватят, чем пытаться сопротивляться. Значит, ну это абсурд, конечно, чистой воды. Они, как в таких случаях, да, как читали, в том числе и мои в ответ на это письмо, другие немецкие интеллектуалы, мои вообще знакомые. Если вы такие, вы хотите решить свои вопросы за счет Украины, за счет украинских территорий, решайте за счет своих территорий. Отдавайте Баварию, например, России. Я думаю, что Путин ради Баварии откажется от Мариуполя и там, что он еще пытается. Так что это все звучит очень смешно достаточно. И большой популярности это обращение в обществе немецком не было. Спасибо вам большое. Спасибо, что в наше время подключились к нам в эфир и ответили на наши вопросы. Игорь Эйдман был с нами на прямой связи, российский публицист и социолог. А пока мы ждем соединения военного и политического обозревателя с Одессы Александра Коваленко, хотелось бы поделиться хорошими новостями. Оперативное командование Юг заявляет, что российская армия поспешно эвакуировала остатки гарнизона с острова Змеиный после ударов украинских военных по нему. Цитирую: «В течение ночи в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный противник наспех эвакуировал остатки гарнизона 2 скоростными катерами и, вероятно, покинул полуостров». Со своей стороны Министерство обороны России заявило, что 30 июня в качестве шага доброй воли, как они там сказали, вооруженные силы РФ завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находящийся там гарнизон. В российском Минобороны надеются, что этим так называемым жестом показать, что Россия не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины по морю. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак же назвал ложью заявление Министерства обороны России о добровольном выводе гарнизона с острова Змеиный в Черном море. Об этом он написал на своем телеграм-канале. Цитирую: «На Змеином россиян больше нет. ВСУ провели отличную операцию и выбили их. В России говорят о якобы выводе войск с острова Змеиный и представляют это как жест доброй воли. Мол, Россия так не мешает гуманитарным коридорам для вывоза украинского зерна. Но все это сплошной фейк. Во-первых, ВСУ выбили россиян с острова Змеиный. Во-вторых, россияне обстреливают склады с нашим зерном. Утром был обстрелян склад в Днепропетровской области». Конец цитаты глави Офиса президента Андрія Єрмака. Олександр Коваленко, військовий політичний оглядач, з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас. Салям алейкум. Добрый день. Добрый день. Российских оккупантов на острове Змеиный больше нет. Что это означает для нас? Почему это важно?
Ну, фактически можно назвать, что данное их бегство с острова Змеиный – это продолжение первого этапа по деоккупации, деблокаде Черного моря, Черноморского плацдарма. Поскольку именно остров Змеиный, он играл определенную роль, в том числе и в создании этой блокады и создании соответствующих угроз для Одесской области, в частности, в вопросе десантирования даже небольших диверсионных групп. А также он создавал прикрытие всей Черноморской флотилии в вопросах ПВО, ну, как мы видим, недостаточно эффективно. И, помимо всего прочего, он в перспективе российского командования должен был стать плацдармом для размещения береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бастион», при помощи которых сейчас с территории временно оккупированного Крыма обстреливают территорию Украины посредством ракет П-800 «Оникс». Но именно из-за расстояния между временно оккупированным Крымом и территорией Украины эти ракеты в последнее время недостаточно эффективно применяются, поскольку ПВО успевает их перехватывать и нейтрализовать. А поэтому было принято решение в перспективе использовать именно остров Змеиный, поскольку он имеет достаточно небольшое расстояние с материковой частью Украины, в качестве плацдарма для запуска этих ракет для уменьшения времени полета до намеченной цели и, соответственно, сокращения времени реакции ПВО Украины. Но, как мы видим, все эти планы, они не осуществились. И сейчас мы можем говорить о том, что первый этап деблокады Черного моря, он фактически подходит к своему завершению. А Украина в дальнейшем может разместить на острове Змеиный свои противокорабельные ракеты? Как мы можем использовать эту часть? На мой взгляд, на сегодняшний день на острове Змеиный вообще не имеет смысла размещать не то чтобы противокорабельные ракетные комплексы, а в принципе даже какой-либо гарнизон, какие-либо подразделения. Почему? Поскольку остров Змеиный, да, он тактически и стратегически, это он кажется на первый взгляд очень важным объектом, но исключительно в мирное время. Поскольку, как мы видим, обстрелы, если там будут находиться подразделения вооруженных сил Украины, обстрелы со стороны Российской Федерации, они будут продолжаться остров Змеиный, точно так же, как и вооруженные силы Украины обстреливали остров Змеиный, когда там находились российские оккупанты. Только с той разницей, что мы использовали комбинированные средства поражения, в основном это ствольная реактивная артиллерия. В свою очередь Российская Федерация будет применять по острову Змеиный как авиацию, так и береговые противокорабельные комплексы с территории временно оккупированного Крыма, ну и, конечно же, свои военные корабли, крылатые ракеты «Калибр» и так далее, прочий перечень вооружений. Ну а как тогда в таком случае, если Россия может применять авиацию по тому региону, мы можем говорить о разблокировке украинского экспорта и украинских портов? Как это решает вопрос? В первую очередь, первый этап заключался именно в том, чтобы создать такие условия в Черном море, чтобы военные корабли Российской Федерации, Черноморской флотилии не могли себя чувствовать спокойно, не то чтобы в нашей исключительно экономической зоне, а в принципе на достаточно большом расстоянии от нашего берега, от нашей береговой линии. На сегодняшний день можно говорить о том, что Украина посредством противокорабельных ракетных комплексов, таких как «Нептун» и «Гарпун», может себе обеспечить минимум 200 километров буферной зоны, в которую российские корабли, ну, по сути, будут бояться заходить. Для того, чтобы осуществлять, не столько уже идет речь, как обстрелы крылатыми ракетами, такими как «Калибр», а уже идет речь об обстрелах из артиллерийских установок и так далее. Продолжение этого первого этапа – это, конечно же, выдворение с острова Змеиный российских оккупантов, чтобы уменьшить их контроль и влияние в регионе, в том числе и контроль судоходства, гражданского судоходства. А после этого можно уже говорить о начале второго этапа, который будет заключаться в разминировании при поддержке наших международных партнеров. Если они, конечно, на это согласятся, но я более чем уверен, что согласие на это будет. И тут уже будет больше вопрос не столько в том, какие именно страны будут готовы предоставить нам услуги своих минных тральщиков, минных охотников для разминирования, насколько на эти условия согласится Турция. Ну, как мы видим, Турция – это страна, которая, в принципе,
какие бы она условия ни ставила, категоричные, а с Турцией можно обо всем договориться. Ну, опять-таки, пример Финляндии и Швеции, он достаточно ярок в отношении их вступления в состав Североатлантического альянса. Поэтому я не удивлюсь, если общий язык будет найден с Анкарой и по поводу пропуска через Босфор тех или иных кораблей, опять-таки, согласно тем или иным международным нормам. Всегда можно будет найти определенного рода, ну, скажем так, юридические моменты, которые позволят это сделать. Либо же каким-либо иным путем, в прямом и переносном смысле подразумевая под словом «путь». Ну вот, кстати, я это и хотела спросить, потому что, понятно, мы видим огромное количество переговоров по разблокировке украинских портов, там, экспорта украинской продукции и так далее, но учитывая, что у нас уже есть вот те системы с более широким радиусом поражения, разве нельзя было бы нивелировать вообще вопрос продовольственной блокады уничтожением, физическим уничтожением Черноморского флота России? В первую очередь, если мы говорим об уничтожении как такового Черноморской флотилии уже, поскольку без корабля первого ранга, которым был ракетный крейсер «Москва», флотилия не может называться флотом, точно так же, как и флот при наличии этого корабля, он уже не может быть флотилией. На сегодняшний день это Черноморская флотилия. Ситуация следующая. Да, действительно, сейчас это весьма актуальный вопрос, в первую очередь, поскольку Российская Федерация представляет сейчас угрозу уже не столько своими надводными кораблями, сколько подводными, а именно подводными лодками, дизель-электрическими подводными лодками проекта «Варшавянка», а также сейчас они довольно-таки экстренно, в спешке вывели внезапно с ремонта и модернизации дизель-электрическую подводную лодку «Алроса», которая там находилась практически 8 лет на этом ремонте и модернизации. А тут резко он завершился без каких-либо предпосылок. Видимо, им не хватает огневой мощи, и они стараются ее нарастить именно за счет подводных лодок, к сожалению, против которых у нас нет сейчас средств поражения, поскольку противокорабельные ракетные комплексы, что «Нептун», что «Гарпун», они в основном именно работают по надводным объектам. С другой стороны, базой базирования этих подводных лодок является, опять-таки, Севастополь. Но чтобы нанести соответствующие удары и нивелировать возможности целиком российской Черноморской флотилии, и более того, прогнать ее с территории временно оккупированного полуострова Крым, необходима деоккупация Херсонской и Запорожской области. Продвижение в Запорожской области дальше на юг, и в Херсонской области, соответственно, деоккупация соответствующих территорий, для того, чтобы нанесение подобного рода удара было максимально эффективное и имело действительно коэффициент полезного действия, а не просто выстрел, который будет нивелирован, например, эшелонированной ПВО. Ну а такие возможности у нас сейчас есть? На сегодняшний день мы можем предпринять эту попытку, но она будет малоэффективна, на мой взгляд. Нам необходимо максимально сокращать дистанцию поражения целей, дистанцию поражения объектов для того, чтобы повышать эффективность подобного рода ударов. Просто даже если мы говорим о разблокировке, значит, украинских портов, да, там экспорта украинской продукции и так далее, то по всем параметрам разблокировка этого вопроса, она для России, очевидно, невыгодна. И складывается такое впечатление, что все же она будет делать все для того, чтобы саботировать этот процесс. Конечно, разумеется. Ведь фактически, когда я говорил о самой деблокаде Черного моря, я как бы в большинстве сейчас говорил именно о первом этапе. Второй этап – это, конечно же, разминирование. Но есть и третий этап, в состав которого входит такое понятие, как конвоирование. Вот именно третий заключительный этап – это и есть конвоирование гражданских суден, которое будет собой представлять что? Это сопровождение, присутствие в, ну, назовем так, в так называемом зеленом коридоре, в коридоре безопасности присутствие, во-первых, кораблей, которые будут обеспечивать противоминную защиту, поскольку большое количество мин, расставленных хаотически российскими оккупантами, они, конечно же, стационарного типа, это морские мины на минрепах, но при любом колебании, шторме и так далее, они могут срываться с этих минрепов и уже становиться дрейфующими. Поэтому постоянное присутствие минных тральщиков или минных охотников, оно необходимо для безопасности курсирования гражданских суден, в том числе и с зерном.
Кто будет, вот чьи это должны быть корабли, которые будут следить за этими процессами? Это корабли наших партнеров? Возможно, это будет под эгидой ООН. Если это будет под эгидой ООН, то возьмут ли они на себя этот риск? Потому что если вдруг там что-то пойдет не так, и один из кораблей Организации Объединенных Наций или наших западных партнеров подорвется на мине, не будет ли это означать прямой конфронтации с Россией? Могут ли они взять этот риск на себя? Это, скажем так, риск, от которого невозможно уйти на сегодняшний день. Если наши международные партнеры готовы решать проблему, которая сейчас является насущной, а именно проблему с зерном, с надвигающимся кризисом, продовольственным кризисом, особенно в странах Африки, который за собой потянет еще и гуманитарный кризис, и миграционный кризис, от которого будут страдать опять-таки страны ЕС, в первую очередь граничащие с африканским контингентом по морским границам. И не только. То, конечно же, это будет сделано силами тех или иных флотов, военно-морских сил. В частности, я не исключаю даже участие ВМС Ее Величества Великобритании. Я не исключаю участие средств ВМС Франции в данном вопросе, поскольку Эммануэль Макрон также выражал готовность предоставить помощь Украине в этих вопросах по разминированию. Поэтому идет речь в первую очередь о предоставлении вот именно минных тральщиков и минных охотников, а вот уже под чьей эгидой? ООН, НАТО, или будет создан какой-либо гуманитарный союз. Это уже совсем другой вопрос. Сейчас нужно решать им проблему непосредственно насущную, как это реализовать. Так, собственно, если говорить только о разминировании и присутствии минных тральщиков, то это не все. Должны в рамках третьего этапа конвоирования обеспечивать и другие виды кораблей. И вот тут возникает вопрос, ООН или все-таки НАТО будет главенствовать в данном вопросе, поскольку второй тип кораблей, который просто обязан там присутствовать, это противолодочные корабли, поскольку именно от варшавянок и единственной Алросы достаточно серьезная угроза будет провокаций совершенно разного уровня со стороны Российской Федерации. Это не исключено. Да, ну поэтому у меня как раз и много сомнений относительно того, что НАТО пойдет на это, которое постоянно из уст Янса Столтенберга артикулирует то, что они хотят избежать любой конфронтации с Россией. Так ведь это гуманитарная миссия. Это же ведь не военная миссия. Это гуманитарная миссия НАТО. Но есть риски перероста в военную миссию. От этого будет зависеть уже не от НАТО, а непосредственно будет зависеть от самой Российской Федерации, насколько далеко она готова пойти. Да, и вот здесь как раз и возникают вопросы, и вот здесь как раз и проблема, страна, которая никогда не гарантирует ничью безопасность. На сегодняшний день международное сообщество уже давно вышло из той ситуации, когда оно должно гадать на кофейной гуще относительно того, каковы будут действия Российской Федерации. И так уже понятно, что они неадекватны и нерациональны. Но именно международное сообщество сейчас находится в той ситуации, когда оно в зоне риска, даже более повышенного, чем это было в феврале или в марте. Почему? Потому что прямая угроза идет для стран Европейского Союза, для Франции, Италии, Германии, Испании и так далее. Угроза миграционного кризиса. Миллионы голодных жителей Африки будут штурмовать именно границы Европейского Союза уже в довольно-таки ближайшее время. Месяца 2, 3, 4 – это максимум тот запас, который еще есть у международного сообщества, чтобы за этот промежуток времени решить гуманитарную и продовольственную проблему, созданную именно Российской Федерацией. И жесткие меры уже пора принимать, иных выходов попросту нет. И важный вопрос, который тоже хочу с вами обсудить, это саммит НАТО, который проходит в эти дни в испанской столице. Россию вчера в своей стратегической концепции уже страны Альянса определили как самой важной стратегической угрозой Североатлантическому альянсу. Что это означает? Какие это будет иметь последствия для самой России? Какая может быть реакция РФ? Да, реакция РФ, знаете, она в принципе всегда достаточно стандартна и прогнозируема.
начиная от сотрясания воздуха разного рода ядерными угрозами и заканчивая некими там условными зеркальными ответами. Ну, например, опять-таки, когда зашла речь о членстве Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе, то как ответил Владимир Путин? Ну, то, что уже мы слышали 100 500 раз практически от каждого официального лица в России, от него в том числе. Ответ будет зеркальный. Какой будет зеркальный ответ? Российская Федерация тоже вступит в Североатлантический альянс, разместит у себя базы НАТО? Ну, в самом деле. На сегодняшний день Российская Федерация, по сути, не может ровным счетом сделать ничего, кроме как реализовать некие провокационные действия, возможно, даже не провокационные действия, а реализовать некие информационные волны, информационно-психологические спецоперации и тому подобное. То есть, по сути, Россия уже давно показала, что она достаточно в геополитической, внешней политике, внутренней политике не состоявшаяся страна и не имеющая какого-либо потенциала, чтобы, например, угрожать такому образованию военному, как Североатлантический альянс. В свою очередь, что относительно ситуации, которая будет среди стран НАТО? Ну, конечно же, это увеличение группировки войск, как быстрого реагирования, так непосредственно контингента Соединенных Штатов Америки. Ведь в этом-то, собственно, вся несостоятельность России как таковой в ее внешней политике. Напомню, что в 2014 году российские пропагандисты в рамках гибридного вторжения в Украину объясняли своим потребителям информационного фастфуда, что это была вынужденная мера, чтобы не дать НАТО расшириться. И чтобы Украина отказалась от желания вступать в Североатлантический альянс. Но данные действия, они лишь ускорили этот процесс. И НАТО продолжило свое расширение. На сегодняшний день, в этом году, аналогично в 2022 году, когда началось уже полномасштабное вторжение в Украину, было аналогичное объяснение, чтобы Украина не вступила в НАТО и чтобы НАТО не расширялось. Ну хорошо, сейчас Россия получает границу с НАТО дополнительную, еще большую, чем если бы она получила, если бы вступила в НАТО Украина. Кстати, я хотела спросить, почему вступление Финляндии и Швеции для России не проблема, как сказал ранее в интервью BBC Лавров, а вступление Украины проблема? Финляндия ведь граничит с РФ. Дело в том, что Финляндия лишь гипотетически в каких-то реваншистских, недоимперских планах Москвы была страной, которую планировали в определенном смысле распространять свое влияние, политическом, гибридном и так далее. А Украина – это именно та страна, которую Российская Федерация практически с 1991 года преследовала своей целью оккупировать. Совершенно по разным сценариям, но основной сценарий, он был еще сформирован именно в 90-е годы. От Харькова до Одессы с выходом к Приднестровью, после того, как образовалась так называемая ПМР. Фактически именно образование ПМР и стало стимулом для подобного рода сценария от Харькова до Одессы. И по сути, именно это и вызывало основные беспокойства в Москве относительно дальнейшей реализации своих планов. Если бы Украина стала частью НАТО, то, конечно же, бы они не смогли реализовывать свои оккупационные планы в нашей стране. Кстати, по поводу еще Турции хотела у вас спросить, которая блокировала, знаете, ветировала вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО, но вчера вот в рамках саммита они разблокировали этот вопрос, и более того, Швеция, Финляндия, Турция подписали меморандум, там, если не ошибаюсь, из 11 пунктов, да, точнее требований Турции. Турция получила то, что хотела? В принципе, можно сказать, что да. Если Турция пошла на то, чтобы Финляндию и Швецию, в принципе, принимали в состав НАТО, следовательно, Анкара получила то, чего хотела. Конечно, это не очень красивый ход был со стороны Турции, это безусловно, поскольку он продемонстрировал в определенной плоскости, скажем так, несогласованность позиций. Опять-таки, член НАТО выступает против вступления в НАТО двух новых стран, которые, в принципе, находятся в зоне риска от вторжения Российской Федерации. Поскольку, ну, опять-таки, незащищенная Финляндия тоже вполне могла стать жертвой каких-либо амбиций
реваншистского режима, находящегося сейчас в Москве. Ну, скажем так, Турция выбрала достаточно опасную игру, чтобы преследовать свои определенные тоже амбиции. А в данном случае Турция добилась своего, она получила определенные профиты, но в дальнейшем это уже начинает настораживать, поскольку поведение Анкары, да, конечно, она преследует свои внутриполитические, внешнеполитические цели. Она позиционирует себя как все более набирающего силу не просто регионального игрока, а выходящего за пределы границ региона. Но эта игра, конечно, пускай и на пользу, по мнению турецкого руководства, на пользу Турции, но она несет определенный деструктив в целом в регионе. Опять-таки, Турция до сих пор избегает введения санкций против Российской Федерации. Турция на сегодняшний день закрывает глаза на проход через Босфор суден с сухогрузов с краденным украинским зерном. Ну, вопросов на самом деле к Турции довольно-таки много накапливается за последнее время. Но при этом недавно производители беспилотников «Байрактар» подарили Украине 3 беспилотника, на которые украинцы собрали более 600 миллионов гривен. Насколько «Байрактары» сегодня на фронте эффективны? Насколько важна эта помощь? Ну, я напомню, что до этого несколько десятков байрактаров были проданы, в принципе, за живую валюту, да, а не за спасибо. В то время как, в свою очередь, ряд международных партнеров нам действительно совершенно бесплатно поставляет вооружение. Например, та же самая Польша за время полномасштабной войны в Украине поставила нам более 200 единиц танков Т-72М1. И это только если мы говорим о танках, не говоря уже о других видах вооружений. И это если мы только говорим только о Польше. В основном же, если мы сейчас поднимем тему самого Байрактара, то в рамках именно полномасштабной войны, того формата, который сейчас идет в Украине, они используются в первую очередь исключительно как разведывательные БПЛА. Они не применяются для нанесения ударов, поскольку очень высок риск их уничтожения эшелонированным ПВО, которое всячески пытается реализовать на временно оккупированных территориях российские оккупанты. И чтобы минимизировать потери среди БПЛА, именно не нанося удары, ограниченные по дальности действия боеприпасами, а использовать их с наиболее эффективной точки зрения, именно как разведывательные. Именно на это и делается сейчас акцент. То есть от них сейчас больше пользы, именно как от разведывательного БПЛА и средств наблюдения, благодаря чему осуществляется, например, наводка нашей артиллерии, которая имеет, например, по сравнению с применением средств поражения байрактаром, имеет большую дальность поражения. Опять-таки речь идет о 40 километрах, боеприпасы активно-реактивного типа высокоточные. И благодаря комбинации их средств наблюдения и разведывательных возможностей мы получаем достаточно идеальную комбинацию соединения между собой высокоточного оружия и достаточно качественного разведывательного БПЛА. Пане Олександре, вот вы упомянули про польские Т-72. Мы действительно видим сегодня просто беспрецедентную военную поддержку Украине со стороны наших западных партнеров. Вот буквально 10 минут назад французский лидер Эммануэль Макрон объявил, что предоставит Украине 6 самоходных артиллерийских установок «Цезарь». Сегодня президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден также объявил об очередном пакете военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов, то есть продолжается поддержка. Это вот все оружие, которое нам сегодня предоставляется, оно нам предоставляется бесплатно, это так? Частично. Частично да, частично нет. Некоторые виды вооружений мы вынуждены приобретать. Например, у Германии мы за свой счет приобрели противотанковые гранатометы типа «Матадор». Опять-таки, есть виды вооружений, которые мы приобретаем, те же самые байрактары есть, которые нам предоставляют бесплатно в рамках той военной помощи, которая входит в предоставляемые пакеты финансовой поддержки. Как вы помните, изначально это были пакеты определенного ограниченного объема, это было 500 миллионов, 800 миллионов и так далее. Мы ежедневно можем слышать о этих пакетах.
именно эти вооружения входят в состав именно подобного рода поддержки. Опять-таки, противокорабельные ракетные комплексы «Гарпун» были предоставлены тоже согласно подобного рода пакетам. То есть это выделение финансовой помощи, за которую и предоставляются эти виды вооружений. Вот еще последняя новость появилась, которую я бы хотела, чтобы вы также прокомментировали. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что передал лидеру России Владимиру Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он сказал на брифинге. Цитирую: «Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами». Что могло быть в послании Зеленского Путину? Интересно. Ну, я думаю, что мы об этом узнаем в ближайшее время. Все-таки в открытых источниках эта информация появится, так или иначе. Но я достаточно удивлен тому, что именно непосредственно президент Индонезии стал, вот, скажем так, посредником по передаче соответствующих посланий. Поскольку мне казалось, что все-таки Турция будет действительно, о которой мы уже вспоминали, она будет претендовать все больше и больше на статус вот именно той страны, которая будет стимулировать и, я бы даже сказал, катализировать переговорные процессы между Украиной и Российской Федерацией. Ну, в принципе, просто вот логистически так сложилось. Ну, вот недавно президент Индонезии был в Украине, встретился с Зеленским, сегодня встретился с Путиным, и там вот на брифинге он сказал это. Возможно, именно так, но с другой стороны, достаточно большое количество лидеров было в нашей стране, к примеру, представители Италии, Германии, Франции, которые буквально регулярно проводят телефонные разговоры с Владимиром Путиным. И было бы тоже вполне уместным именно через них тоже передать. Видимо, президент Индонезии в какой-то степени более-менее какая-то нейтральная фигура в понимании вот именно коммуникаций. Но, с другой стороны, я считаю, что если это сообщение было передано, то в какой-то степени там шла речь в том числе и о том, чтобы Российская Федерация уже наконец-то прекратила заниматься вот этим вот всем совершенно никому не ненужной тратой не только финансов на эту кровавую авантюру, но и уничтожением генофонда как такового не только Украины посредством этой войны, но и Российской Федерации, потому что более чем 35 тысяч, это по самым скромным подсчетам, уничтоженных российских оккупантов, которые являются в основном это военнослужащие достаточно молодого возраста, это как раз и является уничтожением генофонда, в том числе и Российской Федерации. Поэтому, ну, пора бы уже и капитулировать в Москве, поскольку и так понятно, что война бессмысленна и безрезультативна для Российской террористической федерации. Ну вот, кстати, по поводу Индонезии, вот какая мысль мне пришла в голову. Ведь в ноябре состоится саммит G20, и он ведь пройдет в Индонезии. И до этого, вы же помните, президент Украины Владимир Зеленский должен был там выступать. А недавно Песков сказал, что Путин тоже согласился. Может быть, что-то связано с этим. Да, после чего было уточнение, что Владимира Путина не пригласят на данный саммит. Да, кстати, да, и это было бы очень странным, если бы такой военный преступник, человек, которого место на скамье подсудимых в Гааге, присутствовал на G20. Я даже не знаю, чтобы это из себя как бы выглядело вообще-то мероприятие как таковое. Не говоря уже о том, что там присутствовал бы в том числе и Владимир Зеленский. Вот вы сказали, что пора бы России уже капитулировать. А как вы думаете, потому что война-то бессмысленная, действительно кровавая, которую сегодня развязала Россия, а там есть это понимание, как вы думаете, у Путина, у окружения Путина, что нет смысла в том, что сейчас они делают? Понимание есть у окружения, это однозначно, однако это понимание не настолько еще сильно, чтобы убедить фактически уже погрузившегося по самое горло в кровь Владимира Путина действительно каким-либо образом остановиться и дать заднюю, поскольку сам же Владимир Путин, он человек, скажем так, очень сложного психологического склада, именно в плане психологии, восприятия слабости как таковой. Если посмотреть на его, в принципе, жизненный путь, это был жизненный путь, когда ему на определенном периоде своего жизненного становления приходилось постоянно находиться в состоянии прогибания, да, услужливости.
терпеть, скажем так, вышестоящих офицеров исключительно как подчиненный, а затем он очень резко дорвался до власти и стал самоутверждаться на подобного рода унижениях и давлениях более слабых. Но опять-таки, он же ведь пришел к власти на волне Второй Чеченской войны, а затем было вторжение в Грузию, которое по своему милитарному потенциалу вообще несопоставимо с Российской Федерацией. То есть у него очень сложная психология, и это очень закомплексованный человек, который выращен именно в лонах КГБ, где слабость, любые уступки – это проявление слабости. А слабых, что делают со слабыми? Их устраняют. Вот у него этот стереотип, он сохранился, и поэтому любая уступка, да, любая сдача даже позиций – это проявление слабости. А если это проявление слабости, в его понимании, то это и устранение его как лидера Российской Федерации, такого себе условного. Хотя, с другой стороны, мы же ведь видим, как у Российской Федерации очень хорошо получается объяснять свои фиаско. Мы по доброй воле ушли с Черниговской, Киевской, Сумской области. Окей, хорошо. Львиная доля российского потребителя информационного фастфуда это съели. Сегодня они по доброй воле покинули остров Змеиный. Но опять-таки могут же, когда хотят, объяснять свое бегство с тех или иных территорий. Точно так же могут объяснить и бегство из Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской, Донецкой области, а также временно оккупированного полуострова Крым. Но при этом они сейчас и Беларусь пытаются втянуть в эту войну. Все чаще и чаще мы слышим заявление о том, что Беларусь и Александр Лукашенко уже официально вступит в эту войну. Что вы думаете по поводу этого? Это мы слышим сообщения и разного рода угрозы от самого Лукашенко. Да, кстати, по поводу применения ядерного оружия сегодня вообще он выдал. Да, очередной бред человека, который на сегодняшний день выполняет те же самые функции, как и многие другие говорящие головы в Российской Федерации в услугу Путина. От Дмитрия Пескова и заканчивая Соловьевым. Собственно, Беларусь, 5-й месяц, ее действительно уже пытаются втянуть в войну против Украины посредством применения именно ее армии. Но этого не происходит, и это очень даже показательный момент. А к тому же по своему военному потенциалу, милитарному потенциалу, Беларусь не способна проводить масштабных военных операций против Украины даже на каких-то ограниченных направлениях. Сейчас мы можем видеть сосредоточение вдоль линии нашей границы с Беларусью до 6 батальонов тактических групп именно белорусской армии, чего недостаточно для какого-либо вторжения. Целиком в Беларуси боеспособных до 20 батальонов тактических групп, и этого количества недостаточно, опять-таки, для полномасштабного вторжения с территории Беларуси, поскольку напомню, что когда вторгалась в феврале Российская Федерация именно с Беларуси на Северный плацдарм, то она использовала 40 батальонов тактических групп, наиболее боеспособных и оснащенных. Поэтому на сегодняшний день говорить об этом не приходится. Это лишь в большей степени информационный элемент давления на Украину, отвлечение внимания именно в этом направлении. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чохсагл, що наше время підключились на ефір. Слава Україні! Героям слава! Олександр Коваленко був з нами на прямому зв'язку, військовий і політичний оглядач. А я с вами не прощаюсь, мы сейчас переходим на информационную программу «Заман». Наши журналисты подготовили для вас самые последние и актуальные новости, которые расскажут на украинском языке. А после мы вернемся в эту студию и продолжим информационно-аналитическую программу «Бугу». Не переключайтесь, оставайтесь первым крымско-татарским. Коршкенча.